Первым соглашением стало как раз подписание, влияющее на развитие энергетического комплекса. Вот, мы знаем, что Арсений Сергеевич возглавляет у нас Совет по энергетике. Вот, давайте чуть подробнее Ну вот коснемся. именно поэтому соглашение в сфере энергетики, энергосбережения, энергосервиса стало первым соглашением, которое делегация нашей республики подписала в рамках Петербургского международного экономического форума. Для нас, естественно, это звучит сейчас везде, ну, как говорится, из каждого утюга, что самым главным таким вызовом наших нынешних реалий является энергосбережение, энергообеспеченность и стоимость наших энергоресурсов. Конечно, мы гигантскую часть нашего бюджета, расходную часть, тратим на то, чтобы мы субсидировали межтарифную разницу, на то, чтобы мы субсидировали отдельным слоям населения тарифы и обеспечили им комфортное пользование ресурсами и комфортную жизнь в целом. Да, не только жизнь, но и все сферы у нас так или иначе с энергоресурсами связаны. Поэтому для нашей республики, наверное, это краеугольная задача, и мы с этого начали в этом году подписание соглашений. Данное соглашение касается производства гибридных энергетических установок. Они автономные, что очень важно. Они могут быть использованы и будут использоваться в отдаленных труднодоступных районах нашей республики. Ну и в целом в рамках реализации вот этого нового соглашения будет построено 37 таких объектов. Хочу сказать, что это не эксперимент, это на самом деле продолжение сотрудничества с компанией НЕЛТ. Они уже сделали 7 таких объектов. Они есть у нас в Алекпинском районе, в Тампонском районе, в Аймиконском районе. Уже действующие станции, когда из старых энергоисточников, которые работают на мазуте, на сырой нефти, на угле, устанавливаются новые, абсолютно нового образца энергоисточники, которые работают гораздо более эффективно. Почему они называются гибридными? Потому что днем они могут подпитываться солнечной энергией, накапливать в аккумуляторах и таким образом сокращать расход более дорогого топлива, такое как мазут. Ну, расходного топлива. Все невозобновляемое, оно экономится. А все возобновляемое, солнце и где-то есть агрегаты тоже, которые ставятся на этих установках, соответственно, это используется для удешевления самого ресурса. И в конечном итоге мы получаем, конечно, очень большую экономию.